В громком деле поставлена точка. Сегодня Московский районный суд Казани огласил приговор 43-летнему бывшему спецназовцу Рустему Газизуллину. Напомним, 43-летнего мужчину обвиняли в том, что в сентябре минувшего года он набросился с кулаками на 17-летнего подростка-аутиста, когда тот попросил его о помощи. С чего началась эта история и чем она закончилась, расскажет Айрат Назипов. Обвиняемый Рустем Газизуллин, как и на прошлые слушания, пришел в зал, тщательно скрывая свое лицо. Но, вероятно, последнее судебное заседание, по этому делу сегодня пришли множество представителей СМИ. Тем не менее, журналистов пустили лишь на оглашение приговора. С последним словом подсудимый выступил за закрытыми дверями. О его заявлении рассказали участники процесса. Он сказал, что он всю жизнь защищал слабых, и что если бы не телевидение, он бы сейчас не сидел на этой скамье. На телевидение же подсудимый попал благодаря своим же собственным действиям, которые запечатлела камера наблюдения. Как следует из материалов уголовного дела, 19 сентября прошлого года 17-летний подросток-аутист попросил маму не встречать его со школы и решил добраться до дома сам. В метро парень заблудился и вышел не на той станции. Хотел попросить о помощи незнакомца, но тот неожиданно набросился на него с кулаками. Тогда мальчика госпитализировали с переломом лицевой кости. Речь идет о подростке, по сути, стоящем на пути реабилитации, к которому этот путь по тем или иным причинам, благодаря Газизуллину, наверное, правильно сказать, был поставлен барьер. То есть на долгом пути был поставлен барьер, который на сегодняшний день просто отбросит его назад в достигнутом, но он будет идти вперед. Подсудимый Рустем Газизуллин раньше работал в спецназе. 43-летний мужчина на допросе, а также в суде объяснил, зачем в тот день напал на подростка. И показал, что потерпевший плюнул на него и проявил к нему агрессию. А вместе с тем, в ходе судебного заседания указанный довод тщательно проверялся и своего отражения не нашел. Свою вину Рустем Газизуллин признал частично. К слову, перед отцом потерпевшего он так и не извинился. Сторона защиты намеревалась добиться от суда наказания без лишения свободы. Тем не менее, обвиняемого отправили в колонию поселения на 2 года и 3 месяца. Вы будете обжаловать приговор или нет? Просто да или нет? Да. Также сторона потерпевшего намеревалась взыскать с подсудимого 2 миллиона рублей морального ущерба. Суд сократил эту сумму и постановил выплатить родителям пострадавшего 200 тысяч рублей. Отец ребенка считает, размер компенсации, назначенный судом, не соответствует тому моральному вреду, который получил его ребенок. Я думаю, что суд дал недостаточную оценку. Скорее всего, суд просто не учел всех обстоятельств дела. В связи с чем считаю, что материалы дела были, на самом деле, отягощающие признаки. На обжалование приговора у обеих сторон есть 10 дней. Айрат Назипов, Азат Самигуллин, вызов 112.